Таиф Моторспорт – одна из сильнейших и наиболее стабильных команд в истории татарстанского автомобильного спорта. Сезон 2022 года принес пилотам клуба яркие успехи в разных видах скоростного соперничества. Хорошо поставленная работа сплоченного коллектива команды приносит свои победные результаты и позволяет преодолевать возникшие сложности. Триумфы и трудные решения, вознагражденное упорство и продуманная стратегия, новые вызовы и новые возможности. Таиф Моторспорт. Сезон 2022. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья. Команда Таиф Моторспорт вот уже без малого 20 лет активно и успешно участвует в соревнованиях по ралли-кроссу, кольцевым гонкам, зимнему треку и ралли-рейдам. В 2022 году пилоты клуба в непростой борьбе одержали двойную викторию в российской серии кольцевых гонок, в чемпионате страны по зимнему треку, успешно стартовали на отдельных этапах Кубка России по ралли-рейдам. Европейский ралли-кросс 2012 года занимал особое место в программе клуба. Были планы вновь участвовать в чемпионате Европы в этой дисциплине, но, к сожалению, планам этим не суждено было сбыться. Их пришлось пересмотреть, потому что появились определенные ограничения для российских спортсменов со стороны Международной федерации автоспорта. Разрешили нам участвовать, но при определенных условиях. Нам, я имею в виду российским спортсменам, необходимо было получить лицензию, спортивную лицензию не российского формата, да, где-то в других федерациях, в странах. Также были ограничения под использование символики российской, герба, флаги и так далее. Все это подпадало под запрет на машине, на шлемах и так далее. И самое главное, при победе на этапе нам российский гимн не будет играться. Естественно, взвесив все плюсы и минусы и увидев такое, честно сказать, хамское отношение к спортсменам именно, да, которые не имеют никакого отношения к политической составляющей, мы приняли решение, что мы не будем участвовать в Европе. Учитывая сложившиеся обстоятельства, автоспортивный клуб Таиф Моторспорт сосредоточил все свое внимание на российских соревнованиях. Вот уже который сезон в самом быстром классе туринг в российской серии кольцевых гонок команду представляет без преувеличения выдающийся пилот Дмитрий Брагин, которому уже не раз покорялась высшая ступень подиума в этом престижном виде автомобильного спорта. На сей раз в командном зачете за Таиф Моторспорт выступал еще один пилот, 33-летний тольяттинец Павел Кальманович. Российская серия кольцевых гонок в классе туринг в 2022 году состояла из 6 этапов. Оба пилота команды Таиф Моторспорт выступали на автомобилях Audi RS3 с 2-литровыми моторами, имеющими мощность 340 лошадиных сил. Стартовала серия 11-12 июня на автодроме Смоленское кольцо. После 2 лет ковидных ограничений зрители, видимо, истосковались по автоспорту, и на соревнования сильнейших кольцевиков пришли посмотреть более 7 тысяч зрителей. В туринге первую гонку выиграл представитель команды Lukoil Racing Team Егор Оруджев. Дмитрий Брагин финишировал 2-м, Павел Кальманович 5-м. Немножко не хватило, может быть, тестовых сессий, именно длинных, да, чтобы понять, как уходит шина. То есть у меня уже не хватало колеса, то есть не было такого сцепления с дорогой. И меня догнал Егор Оруджев, и я обогнал. Во второй гонке на Смоленском кольце быстрее всех добрался до финиша чемпион 2021 года Кирилл Ладыгин, выступающий на Ладе Веста. Кальманович попал в первую тройку, а Дмитрий Брагин хоть и завершил заезд 4-м, но по сумме набранных очков возглавил турнирную таблицу класса туринг по завершению первого этапа. Как ни странно, Смоленское кольцо не очень подходит для наших автомобилей Audi, но у нас там была хорошая скорость.
Наверное, это еще также сказывалось то, что мы провели там предсезонные тесты на Казань-ринге. То есть, мы уже как-то подготовились к сезону, и в Смоленске была неплохая скорость, что у меня, что у Димы. Соперничество ведущих мастеров российского кольца продолжилось на втором этапе, который проходил на трассе Нижегородское кольцо. В первой гонке свои лучшие качества продемонстрировали пилоты «Лукойла» Егор Оруджев и Артем Слуцкий. Они на первых двух строчках протокола. Брагин и Кальманович завершили заезд на 3-й и 4-й позиции. Во второй гонке выигрывает Захар Слуцкий. Кирилл Ладыгин отвоевывает себе вторую позицию. Дмитрий Брагин довольствуется 4-м местом. Егор Оруджев набирает больше всех очков на Нижегородской трассе и перехватывает лидерство у Дмитрия Брагина в общем зачете туринга. На своей домашней трассе Казань-Ринг в присутствии 2500 болельщиков пилотам Таиф Моторспорт не удалось раскрыть в полной мере свой потенциал. Все-таки конкуренция в туринге острейшая. Слабых соперников здесь просто нет. Домашняя гонка, она всегда несет некоторый особый подход, и надо и зрителям, и спонсорам показать, на что мы способны, так скажем, что мы можем бороться, но, к сожалению, эта гонка не была настолько хорошей, насколько бы хотелось, но, тем не менее, хватило, чтобы удержаться в числе лидеров. На казанском этапе квалификацию впервые за сезон выиграли пилоты заводской команды «АвтоВАЗа», и в первой гонке Кирилл Ладыгин с Владимиром Шишениным на «Лада Веста» нового поколения оформили победный дубль. Дмитрий Брагин финишировал 3-м. Второй заезд почти целиком прошел под диктовку Льва Толкачева, выступающего на Hyundai. И только за 2 круга до финиша он совершил ошибку и пропустил Захара Слуцкого. Однако Слуцкого наказали за контакт с Егором Фокиным, и он переместился сразу на 11-е место. Так что победа все же досталась Толкачеву. Роман Шарапов стал 2-м, а 3-м Павел Кальманович. Получился достаточно неплохо старт. Был контакт у меня с Егором Оруджевым на стартовой прямой. И тем самым получился такой медленный прокол переднего колеса. Удалось сразу прорваться на 4-ю позицию, сохранить ее и побороться за более высокие места не получилось, потому что был медленный прокол, и мне надо было заезжать в бокс и менять колесо. Вот, честно сказать, для меня всегда домашние этапы, они никогда хорошо не проходят. Я набираю мало очков на этих этапах. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, вот в данный момент это было, что мы приехали с большими весами в Казань. Плюс мне пришлось там по траве объехать завал в первом повороте, и забилась трава в радиатор. В общем зачете по сумме 3 этапов Оруджев 124 очка. Ладыгин совершил мощный спурт, и он на 2-м месте. А вот у Брагина только 107 очков и пока ни одной высшей ступени подиума. 4-й этап на автодроме Moscow Raceway порадовал очень плотной позиционной борьбой. Первую гонку наконец-то выиграл представитель Таиф Моторспорт Павел Кальманович, опередивший 2 пилотов Лукойла, Оруджева и Захара Слуцкого, занявших соответственно 2-е и 3-е место. Однако во второй гонке тот же Кальманович огорчил инцидентом на первом круге, в результате которого сошел с дистанции вместе с Егором Фокиным. Дмитрий Брагин финишировал 2-м вслед за Артемом Слуцким. А вот лидер турнира Егор Оруджев получил штраф за обгон под желтыми флагами и был перемещен судьями с 7-го на 10-е место. Да, сезон складывается непросто. После 4 этапов Брагин отставал от Кирилла Ладыгина на 5, а от Оруджева на 23 зачетных очка. Петербургский этап на автодроме Игора Драйв в классе туринг Дмитрий Брагин наконец-то во всеуслышание заявил, что готов всерьез бороться за 5-й чемпионский титул. В первой гонке он был просто неудержим и впервые в нынешнем кольцевом сезоне пересек финишную линию раньше всех. Призерами стали Захар Слуцкий и Егор Фокин. Когда мы ехали уже на 2-й круг,
Я был близко к лидеру квалификации Егору Фокину и совершил атаку в первом повороте второго круга и вышел в лидер. Довел гонку уже до финиша, ни с кем не боролся, ехал один, получал удовольствие от скорости, от трассы. И так как была настроена моя машина силами наших механиков, ребят, инженеров, какая-то прям вот моя машина была. Во второй гонке блеснул Павел Кальманович, уступивший только Кириллу Ладыгину, а Дмитрий Брагин в итоговом протоколе оказался четвертым. До середины сезона очень плотно располагались пилоты, претендующие на победу из таких команд, как «Лада Спорт», «Роснефть», «Лукойл». В то же время мы далеко их не отпускали. Тяжело было, но мы не сдавались. Мы не сдавались. Такой, так скажем, переломный момент был все-таки это Егора Драйв. Вся команда собралась, так же, как и пилот. Мы, так скажем, выдержали этот бой достойно, что нам позволило по итогу 2 гонок в Санкт-Петербурге выйти на лидирующие строчки в чемпионате. И после питерского этапа ситуация в классе «Туринг» перевернулась. Пилот Таиф Моторспорт Дмитрий Брагин перехватил лидерство в серии, опередил, правда, не намного по очкам своих основных конкурентов Егора Оруджева и Кирилла Ладыгина. Ну, это такой, скажем так, был фантастический сезон, как будто это так вот, как по сценарию все прошло. То есть сначала были явные лидеры и явный фаворит, то ну, вот как оказалось, что нельзя опускать руки, до конца бороться, потому что это автоспорт. Ну и как в хорошем детективе, развязка сезона в классе «Туринг» наступила на последнем, 6-м этапе в Чеченской Республике. Для всех команд, как для зрителей, наверное, это была на самом деле такая интрига, потому что ну, было мега, наверное, интересно всем, что как же это все будет, потому что ну, такая плотность результатов, да, и вот он финал, который определяет, скажем так, результат всего года. Не выдержали нервы у претендентов на победу. На первом же круге столкнулись автомобили Кирилла Ладыгина и Егора Оруджева, начинавшие гонку с первого ряда. Этот инцидент стал фатальным для Ладыгина, который добрался до боксов, да там и остался, лишившись шансов на титул. Оруджев смог продолжить гонку, штампуя лучшие круги, он бросился в погоню за лидерами. Павел Кальманович вырвался на вторую позицию, а после схода Михаила Митяева и вовсе финишировал первым. Ну а путь Брагина на второе место оказался посложнее. Сначала он отбивал атаки Артема Слуцкого, а затем уперся в автомобиль Захара Слуцкого, который сбросил темп, чтобы дать своему партнеру по команде Егору Оруджеву время сократить отставание от Брагина. Однако все же опытный пилот спортивного клуба «Таиф Моторспорт» сумел подловить соперника на ошибке и стал вторым. Во второй гонке Дмитрий Брагин стартовал с реверсивного поула и доказал, что достоин очередного 5-го титула в сильнейшем зачете главной гоночной серии страны. Дмитрий всю дистанцию возглавлял пелотон, контролируя отрыв, и пересек линию финиша первым, забрав очередной титул. Да, Дмитрий Брагин в сезоне 2022 года подтвердил свой высочайший класс и добился уникального достижения. Стал 5-кратным чемпионом в классе «Туринг». Другой пилот Таиф Моторспорт Павел Кальманович в итоговой таблице занял 4-е место. Команда Таиф Моторспорт – ведущая команда в России. Очень приятно, что мы вместе, сплоченным коллективом, работаем, совершенствуемся, как я в своей роли, да, как пилот, как команда, ребята-механики, что они тоже совершенствуются. Все делают одно дело большое, и огромное, конечно, им всем спасибо. И огромная благодарность, конечно, нашему руководителю Тимуру Шагабудинову. Я второй сезон, да, проехал в составе этой команды.
Очень хорошие впечатления, очень хороший подход у команды. Все профессионалы своего дела, все работают на максимальный результат. Спасибо большое за возможность, да, которую предоставили. Ну, я надеюсь, мы не подвели, сделали то, что от нас требуется. А когда подсчитали очки в командном зачете, выявилась следующая картина. Спортивный клуб «Таиф Моторспорт» набирает 419 баллов и во второй раз в истории становится победителем командного зачета, опередив и «Лукойл Рейсинг», и «Лада Спорт Роснефть». Другим направлением автоспорта, в котором принимал участие спортивный клуб «Таиф Моторспорт», стал Кубок России по ралли-рейдам. Тимур Шигабутдинов и раньше стартовал в подобных соревнованиях, которые назывались Can-Am X-Race, и, видимо, всерьез проникся к этому виду спортивного соперничества. Во-первых, это отдельное удовольствие ездить на ралли-рейды. Сам формат проведения, скажем так, сама гонка, когда ты не находишься где-то в одной точке, на одной трассе, как в кольце, например, да, когда ты проезжаешь 200, 300, 400 километров на природе, постоянно меняющимся пейзажем, по различным дорогам, по различным территориям и так далее. Само только это делает уже гонки ралли-рейд очень интересными, очень необычными, нестандартными такими. Да. То есть сама красота. Ты не просто гоняешься, ты еще имеешь возможность вот все это вокруг себя лицезреть, можно сказать. Всего Кубок России 2022 года по ралли-рейдам состоял из 6 зачетных этапов. На первом этапе Баха-Арчида Волгоградской области команда «Таиф Моторспорт» участия не принимала. Но вот на втором Баха-Симбирский тракт в Ульяновской области 18-19 июня под 205 номером в зачетной группе Н2 заявился экипаж пилот мастер спорта международного класса Тимур Шигабутдинов, штурман мастер спорта Антон Власюк. Кстати говоря, Баха – это короткий ралли-рейд с протяженностью дистанции до 1000 километров. Известно, что Тимур Шигабутдинов особенно хорошо чувствует себя на быстрых трассах. Вот и в этот раз он показал лучшее время, опередив на 13 секунд другого известного татарстанского пилота Раиса Миниханова, выступавшего в паре со штурманом Дмитрием Карповым. Интересные быстрые гонки, хорошие быстрые трассы, действительно быстрые трассы. Да? У нас средняя скорость, если я не ошибаюсь, порядка около 100 километров в час. Это вот средняя скорость по всему соревнованию. Вот, соответственно, во многих моментах упирались в максимальное ограничение скорости 140 километров в час. Там выше по правилам нельзя, за это пенализируют. Ну, тоже представляем, да, по проселочным дорогам, вдоль леса, оврагов, полей. 120, 130, 140 километров в час. Это вот такая очень существенная скорость. Она очень чувствуется, тем более в открытой машине. На третьем этапе Баха Денис Давыдов, который также проходил в Ульяновской области, экипаж Шигабутдинова и Власюка вновь был быстрее всех, несмотря даже на 10-секундную пенализацию. Вторая подряд победа на этапе Кубка России – это отличный результат спортсменов команды «Таиф Моторспорт». Были быстрые дороги. С нами едет штурман мирового уровня Антон Власюк, который себя уже неоднократно хорошо зарекомендовал, как на ралли Дакар, Шелковый путь. То есть вот мы в этом году ездили с ним. Хорошо он себя показывает на дистанции. В то же время и как пилот наш Тимур очень быстрый, очень скоростная подготовка высокая у него. Это, видимо, опять-таки результат того, что он занимается ралли-кроссом и кольцевыми гонками. И думаю, что это дает своеобразный оттенок на участие в ралли-рейдах. Что касается трасс, мест проведения, да, соревнований, исключительно положительное впечатление, такое очень хорошее послевкусие. Скажем так, организаторы делали интересные трассы. Было участникам, пилотам, да, было самим интересно по ним ездить. На четвертом этапе Кубка России Баха «Князь Владимир» во Владимирской области
Экипаж Шигабутдинова-Власюка опять стремился ехать максимально быстро, в чем-то даже рискованно. Да, временные показатели были хорошие, был шанс одержать третью победу подряд, но в результате незадолго до финиша не выдержала подвеска, и представители команды Таиф Моторспорт вынуждены были сойти с дистанции. Один был сход у нас по механическим причинам, подвеска не выдержала столь серьезной нагрузки, быстрые все-таки и хода, и бездорожье. Сказалось, что ступица левого колеса не выдержала, и за 4 метра до финиша гонки, будучи на первых позициях, произошла авария, перевернулась машина, и, к сожалению, не сумели финишировать. Мы не подошли серьезно к этим гонкам в 2022 году, да, к ралли-рейдовым, поэтому поехали на технике предыдущих сезонов. Понимали, что она не сможет показать стабильность работы на протяжении всех этапов ралли-рейда. Все-таки техника тоже устает. Вот, ну, для себя приняли, что попробуем. Попробовали. Когда техника работала хорошо, этапы выигрывали. Но, к сожалению, были отказы техники. Ну, причем и такого, скажем, электронного характера, да, когда просто было непонятно, почему машина не едет. И таким, скажем так, механического характера, да, когда просто усталость металла приводила к тому, что на скорости обрывался рычаг, или шаровая и так далее, да, и машина тупо переворачивалась. Пятый, предпоследний этап в Тульской области был запланирован на октябрь. Но в октябре погода в средней полосе, сами знаете, непредсказуемая. Вот и в 2022 году дожди превратили трассу не пойми во что. Гоняться, конечно, можно, но это уже совсем другая гонка. Экипаж Таиф Моторспорт заявился для участия, но показать свои скоростные качества в таких условиях было просто невозможно. Были гонки, когда это были дождливые гонки, да, а это тоже вносит свою сумятицу, скажем так. Особенно мы понимаем, машина открытая, дождь, грязь, все забрызгивает и так далее, скользко. Понимаем, одно дело это когда лужа на асфальте, и совсем другое дело это когда лужа на проселочной дороге, которая просто укатанная земля. С машины буквально, наверное, килограмм 100 в итоге сняли только грязи и глины после этого, и, соответственно, был сход по электронике. То есть, видимо, куда-то попала влага, и уже машина не стала ехать, как должна ехать, и были вынуждены сойти с дистанции. Несмотря на то, что экипаж Таиф Моторспорт участвовал лишь в 4 этапах из 6, Тимуру Шигабутдинову удалось громко заявить о себе. В блестящем стиле выиграть 2 этапа и показать, что он умеет ехать действительно быстро. Ну и надеемся, что в следующем году успех придет уже в зачете всего Кубка России. Следующая дисциплина, в которой преуспели пилоты команды Таиф Моторспорт, это зимние трековые гонки. Последние годы трек как-то понемногу стал уходить в тень, уступая в популярности гонкам ледовым. К сожалению, так как ипподромные гонки изначально задумывались как соревнования массовые, доступные широкому кругу любителей автоспорта. Чемпионат России 2022 года по зимнему треку проводился в классе N1600 и состоял всего из 2 этапов. Первый в Тольятти, второй в подмосковном Раменском. Сразу скажем, что обе гонки уверенно выиграл Дмитрий Брагин. Отметим, что это уже далеко не первый успех титулованного гонщика в этом виде спортивной программы. И еще одна гонка, в которой преуспел Дмитрий Брагин, это традиционный Кубок Президента по ралли-кроссу, проходящий в конце августа на автодроме «Высокая гора». И одновременно эта гонка являлась 7-м этапом чемпионата России. Дмитрий выступал в классе Супер 1600, был реально недосягаем для своих соперников, показал фантастическую скорость и заслуженно завоевал почетный трофей. Дмитрий Брагин!
Ну что же, спортивный клуб «Таиф Моторспорт» завершил сезон с превосходными показателями в соревнованиях российского уровня. Двойная победа в кольце, чемпионство в треке, выигранные этапы в ралли-кроссе и ралли-рейдах. Коллекция, достойная поздравлений. Пожелаем новых успехов замечательной команде единомышленников. И до встречи на трассах!